أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Воистину, хвала принадлежит Всевышнему Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет. Кого же Он ведет в заблуждение, того никто не сможет наставить на прямой путь. И я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. О, те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О, люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами. О, те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит все ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. А затем, воистину, самые правдивые слова — это книга Всевышнего Аллаха. И лучшее руководство — это руководство Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Худший из дел — это новшество. И все они нововведения. И каждое нововведение — заблуждение, и каждое заблуждение — в огне. Наказание тех, кто ругает сподвижников. Это тема нашей сегодняшней хутбы. В течение 2 прошлых недель я заметил, как некоторые газеты опубликовали отдельные статьи, в которых шло поругание и оскорбление сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И я ознакомился с 2 такими статьями. Первую статью я увидел в прошлую пятницу. Грешный преступник озаглавил свою статью как «10 худших личностей в исламе», начав с Аиши, да будет доволен ею Аллах, и закончив Усманом бин Аффаном. Другая статья, состоявшая из 10 страниц, называлась «Бомба шиитов». В ней упоминалось, что Аль-Хомейни — последний пророк шиитов. Автор статьи порицал Аишу, да будет доволен ею Аллах, и написал, что она была причиной убийства 103 тысяч мусульман. Вопрос. Почему сахабов ругают на суннитской земле?
На шиитских землях это обычное дело, потому что шииты выносят такфир, обвинение в неверии всем сахабам, то есть считают их всех кафирами. И во многих шиитских книгах говорится, то есть всех сахабов мусульманами остались только 3 человека: Сальман, Валь-Макдад и Абу Зар. Некоторые также добавили к ним и Саламу, и Зайд ибн Аркама. И эти люди, по утверждению шиитов, остались на исламе. Сегодня я буду говорить откровенно, без всяких неясностей. Я еще ни разу не говорил о шиитах неясно. Напротив, в те дни, когда велась война между Израилем и шиитской партией Ливана, я говорил, что ее нельзя назвать Хизбуллах, партией Аллаха. Они не имеют отношения к Аллаху. Я говорил честно и откровенно, и тогда многих это рассердило. Это рассердило невежественных людей из числа Ахли-Сунны, которые говорят: мы объединим суннитов с шиитами. Шиизм — это другая религия. Это ясная фраза. Шиизм — это другая религия, не исламская. Большинство суннитов ничего не знает о шиизме. Сунниты, которые знают о шиитах, в основном это те, кто жили с ними в одной стране. И Египет пока еще чист, альхамдулилля, от этой чумы. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы они и дальше не смогли ступить на эту землю. В мире сейчас 1 миллиард 400 тысяч миллионов мусульман. Шиитов 200 миллионов. Всего лишь. Однако сейчас они атакуют. Их история толкуется по-разному, и я поговорю о них подробно. Однако сейчас я возвращусь к своему первому вопросу. Почему сахабов ругают на суннитской земле? Очевидно, что сахабов ругают по 2 причинам. Первая причина — это низость и подлость людей, которые оскорбляют сахабов. Мы знаем этих людей больше 20 лет. Они ненавидят все исламское. Они критикуют абсолютно все, что связано с исламом. Тогда все эти журналисты работали в издательстве Розе Аль-Юсуф. А сейчас каждый из них обзавелся собственной газетой, и вот они занимаются этим ужасным делом. Подлецы. Их обольстило то, что государство молчит и не привлекает их к суду. Им придало смелости и то, что государство сделало в системе хисба. Хисба — это приказ к одобряемому и запрещение порицаемого. И это называется хисба. Расчет, потому что тот, кто что-то запрещает, рассчитывает и засчитывает. Приказ к одобряемому и запрещение порицаемого доставляет проблему тому, кто этим занимается. «О, сын мой, совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя». Основа системы хисбы в исламе опирается на хадис Абу Саида, который приводится в 2 сахиха Аль-Бухари и Муслима, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И если кто-то из вас увидит что-то порицаемое, пусть исправит его своей рукой. И если не может рукой, пусть исправит его своим языком. Если же не может языком, то пусть исправит его своим сердцем. И это будет самая слабая вера». Слово «кто-то» в этом хадисе, как сказали мусульманские ученые по усулю, обозначает всеобщность. Что такое всеобщность? То есть вместо слова «кто»
можно поставить какое-нибудь относительное местоимение, например, «который». И это означает, что хадис касается абсолютно всех членов исламской уммы. Каждому, кто увидит порицаемое, необходимо изменить его. Это необходимо, и это обязательно. Никто от этого не освобождается. Однако степеней изменения порицаемого 3. Человек должен изменять порицаемое своей рукой, если не может рукой, то своим языком, и если это не может, то своим сердцем. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и после этого нет веры даже на вес горчичного зернышка. Если ты оставишь и порицание сердцем, то после этого уже нет никакой веры. Потому что тот, кто порицает в своем сердце, находится в безопасности. К примеру, я порицаю своим сердцем. Будут ли у меня из-за этого проблемы? Нет, у меня не будет проблем. Проблемы будут у того, кто изменяет порицаемое своей рукой или языком. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал недействительной веру того, кто не порицает греховное даже в своем сердце. Итак, значение этого хадиса таково, что каждый человек, взрослый, ребенок, мужчина, женщина, свободный раб, обязательно должны стараться исправить порицаемое. Хорошо. Что сделало государство после дела о Насре Абу Зейде и других подобных дел, которые люди донесли до суда? Ученые даже вынесли фатву о том, что он муртад, вероотступник, и что он должен быть разлучен со своей женой. Что сказало государство? Государство сказало нет. Порицание же высказала лишь Академия исламских исследований. И все. Однако на самом судебном заседании их так никто и не порицал. Вот и все. Вот так обряд приказа к одобряемому и запрещения порицаемого перестал действовать. Этих преступников обольстило то, что Академия исламских исследований молчала и ничего не говорила о том, как они ругают сподвижников. И как мне стало известно, Академия начала шевелиться только на прошлой неделе, когда они прочитали эту статью «10 худших личностей в исламе». И после этого подали иск в суд. Они клевещут на сподвижников и на самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в течение последних 15 лет. И тот, кто ходит на мои хутбы и уроки, знает об этом. Моя главная тема почти всегда защита чести сахабов. И все это по причине этих постоянных нападок и атак. Официальные религиозные органы молчат, когда порочат сподвижников. Это побудило преступников к тому, чтобы продолжать в том же духе. Хорошо. Какая им выгода от оскорбления сподвижников? У них со сподвижниками нет никаких проблем, нет личных притязаний, нет также проблем, связанных с наследством, нет личных противоречий, нет ничего. Сподвижники уже давно умерли. Почему же они сейчас раскапывают их могилы? Причина? Причина в семенах шиизма. Они хотят посеять их на нашей земле. И вот простые люди, которые ничего не знают о шиитах и рафидитах, невежды, призывающие к сближению суннитов с шиитами, невежественные из их числа говорят. Я не хочу обвинять сейчас никого конкретно, без ясного доказательства. Лучшее, что я говорю о них, это невежды. Однако у этих невежд есть свои предводители, имеющие свои газеты и партии. Как раз к ним обращены слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который говорил, что наступят времена полные лжи, когда в предательстве будет обвинен честный, а предатели будут считать честным, когда лжецом будут считать правдивого, а верить будут лжецу, и тогда заговорит Ар-Рувейбида. А люди спросили, а кто такой Ар-Рувейбида у посланника? Он ответил, невежественный человек, обсуждающий вопросы, затрагивающие интересы всего общества.
то те, которые говорят сегодня о наших именах, определяют нашу судьбу и наше будущее. Разве они не Рувейбида, которыми заполнились мусульманские земли сегодня? Просто из-за того, что он стал главным редактором какой-то газеты, он пишет то, что хочет от имени свободы куфра, а не от имени свободы слова. Это семена шиизма. Я уже сказал вам, что шииты имеют другую религию. Я не преувеличиваю, я не говорю метафорами. Я изучил шиитов из их же книг. И я не передаю информацию от них, от кого-то другого. Мы имеем разногласия с шиитом по двум большим вопросам, которые представляют собой основу ислама. Мы имеем с ними разногласия относительно Корана и относительно Сунны. Что же еще осталось? Все доказательства из фикха строятся на Коране и на Сунне. Потом на иджма, единогласном мнении ученых, и на киясе, аналогии. Все эти вопросы, относительно которых у нас есть расхождение с шиитами, берут свои доказательства из Корана и Сунны. Хорошо. В чем состоит наше разногласие в Коране? И поистине они говорят, что существующий ныне Коран неполный и искаженный. Есть книга авторитетного шиитского ученого, которая называется «Решающее слово в доказательстве искаженности книги Господа Господ». У шиитов есть также более 2000 риваятов, доказывающих искаженность Корана. Они находятся в их древних и современных источниках. Хорошо. А где же тогда истинный Коран, по их мнению? Что в нем? Они говорят, в нем описаны достоинства Али, Ахлюль Бейта и 12 имамов. Также в нем содержится поругание сахабов и обещание, что они будут в огне. И при этом они все договорились скрывать свое убеждение. Хорошо. Тогда как же я про это узнал? У них есть один риваят, а все их риваяты ложные по разным критериям. И крайне редко бывает так, что их риваят имеет нормальный иснад. Есть риваят, что Али ибн Абу Талиб собрал весь мусхаф Корана и пошел с ним к Абу Бакру и Умару. И они отказались от него. Они сказали ему, нет, мы не хотим, чтобы ты собирал Коран. И они поручили Зайду ибн Сабиту собрать Коран, и это тот Коран, который существует и по сей день. И когда Али ибн Абу Талиб увидел, что они отказались от этого Корана, который он собрал, то он взял свой свиток Корана и оставил его за собой. Какой иснад у этого риваята? Да никакой. От какого-то Абу Абдуллы. И все. Хорошо. Допустим, Коран, который сейчас есть, искажен. К примеру, какой-нибудь чтец прочитал перед этим Абу Абдуллой слова из Корана. «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества». На что он отвечает: «Нет, этот аят был ниспослан не так. Они исказили его». На вопрос же «А как правильно?» он отвечает: «Надо так. Вы являетесь лучшими имамами, появившимися на благо человечества». Разумеется, шиитскими имамами. Они пытаются доказать, что в существующем ныне Коране есть много искажений. А что касается отношения шиитов к сунне, то они вынесли такфир всем сахабам. А кто же донес до нас сунну? Сахабы. Значит, у шиитов нет сунны. Абу Зура ар-Рази, один из имамов науки по хадисам, сказал: сахабов может порочить только безбожник и еретик.
Они захотели сделать несостоятельными наши иснады, которые донесли до нас Коран и Сунну. Шииты скорее достойны того, чтобы считать их свидетельства неприемлемыми. И они еретики и безбожники. И сейчас я расскажу вам о том, что они говорят об Абу Бакре и Умаре. Дальше ты уже сам сможешь представить, что они говорят про остальных. У них есть подробные, детальные риваяты, то Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, привязывал к себе на шею идола и так и не принял ислам. И этот идол был под его одеждой. Когда он совершал поясной или земной поклон, то делал это идолу, а не Аллаху. Всю свою жизнь Абу Бакр защищал идолов и служил истуканам, а его вера была подобна вере иудеев и христиан. Тогда почему же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выбрал его для того, чтобы совершить хиджру? Шииты сказали, что он выбрал его для сопровождения в хиджре, чтобы тот не смог указать многобожникам, где он. Умар. Кто такой Умар? Ему особо досталось от шиитов. Его они считают гомосексуалистом. Да, клянусь Аллахом. Это все из их же книг. Они сказали фразу, и Аллахи, я стесняюсь произнести ее с этого мимбара. Но краткая суть такова, как я сказал выше. Они также сказали, что он более неверный, чем иудеи и христиане, и что у него есть своя специальная дверь в аду. И они празднуют день, когда его убили. Когда я был в одной арабской стране, наступило время празднования этого дня. И иранский президент Махмуд Ахмадинеджад выступил с речью, в которой поздравлял шиитов с убийством Умара. Он сказал, что они очень счастливы, и им нравится история с убийством Умара. Хасан Насраллах, такой же, как они, исследуют тому же самому. И нет различия между ним и иранцами. Они считают, что ангелы не записывают грехи людей в течение 3 дней, радуясь, празднуя убийство Умара. И в течение этих 3 дней они совершают такие грехи, о которых знает только Аллах, и при этом они искренне полагают, что им за это ничего не будет. Что касается Усмана, то скажу вам честно о Бану Умайя. Шииты утверждают, что Усман самый настоящий кафир. Абу Бакр и Умар — это, по их мнению, джибт и тагут, которые упомянуты в Коране. Они также, по их мнению, Аллат и Аль-Узза, которые упоминаются в Коране и в Сунне. Каждый раз, когда упоминается слово «джибт», шииты говорят, что речь идет об Абу Бакре. И каждый раз, когда приходит слово «тагут», шииты имеют в виду Умара. Воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников, и Он запрещает мерзости. И у шиитов здесь подразумевается под мерзостью Абу Бакр. А под предосудительными деяниями шииты подразумевают Умара, а под бесчинствами Усмана. Аллах приказывает вам зарезать корову. Шииты говорят, здесь имеется в виду Аиша. Корова в этом контексте это Аиша. Поэтому на их празднике они приносят овцу, пишут на ней Аиша, а затем живьем сдирают с нее кожу. Видел ли ты в мире подобную глупость? В чем грех этой овцы, которая страдает? Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, воистину Аллах предписал благодеяние и милость ко всему. И если один из вас убивает, пусть делает это хорошо.
И если один из вас режет животное, то он должен зарезать его хорошо. Ему надо заточить свое лезвие и успокоить животное. На их празднике они делают 2 статуэтки из теста, олицетворяющие Абу Бакра и Умара. Внутрь теста они кладут масло с медом. И подходит человек к такой статуэтке, вспарывает ей живот и пьет мед с маслом, представляя, будто он пьет кровь Абу Бакра и Умара. И то, о чем я сейчас говорю, это лишь малая часть из того, что они делают в действительности. И если же говорить обо всем подробно, то головы поседеют от этих ужасов. Разве может произойти сближение между нами и подобной нечистью? Я просто хочу спросить этих невежд из числа суннитов, которые призывают к взаимному сближению и говорят, что у нас нет разногласий с шиитами, за исключением некоторых второстепенных вопросов. То, что я сейчас рассказал, это что? Второстепенные вопросы? Наша религия — это Коран и Сунна. Эти люди сейчас сеют семена шиизма в Египте. Из-за своего простодушия люди не знают о такой вещи, как такия, маскировка религиозных убеждений, которая является религией шиитов. Не доверяй шииту свою жизнь. Внутри он не такой, каким кажется снаружи. И я обращаюсь к своему народу, потому что руководитель не будет врать своим людям, потому что нельзя обманывать суннитов. И вот мы говорим, вот шииты сражаются с евреями. Я бы посоветовал тому, кто умеет читать, прочесть книгу, состоящую из 2 томов. Она называется «Усердие в деле установления сходства между рафидитами и иудеями», чтобы понять, как все это попало к рафидитам. Эти люди подготавливают почву для шиизма и придают им уверенности молчание государства, а также то, что государство оказывает давление на организацию Хисба. И вот они начали говорить о том, о чем хотят. Хотя меня и обрадовало, что на них завели дело. Но в любом случае недопустимо, чтобы честь сахабов вообще была предметом судебных разбирательств. Дальше. Иск подается в суд, потом подается апелляция или еще что-нибудь, а в конце, может быть, их еще и заставят раскаяться, и он скажет: «Все, я покаялся, я больше так не сделаю». И что, все? Разве на этом все закончится? Нет. И когда месяц назад мы говорили о них во время военных действий со стороны шиитской партии в Ливане, многим тогда не понравились мои слова, и они сказали: «Сейчас не время, чтобы ты говорил о них, потому что они сражаются с евреями». Причина, по которой я так говорил, была в том, что сунниты сошлись с шиитами. Кто стал муджахидом в глазах людей? Хасан Насраллах или Махмуд Ахмадинеджад? Иранский президент на уровне государства противостоит Америке по вопросам ядерного оружия. Америка же отказывает ему, а он кидает ей вызов. Да, он сказал такие слова, которые не могли произнести многие. Например, то, что он хочет стереть Израиль с карты мира, или же, чтобы Германия и Австрия забрали Израиль к себе, потому что мы не хотим его здесь видеть. В Европе есть суд, который занимается делами антисемитизма. Кто бы плохо не отозвался о Холокосте евреев, или пренебрежительно сказал о евреях, на него сразу заводят дело.
И если бы какой-нибудь президент сказал что-то плохое про иудеев, его бы сразу сняли с должности или отдали под трибунал. Да, иранский президент смело потребовал, чтобы Израиль был стерт с карты земли. И не только это. Он сказал, что Холокост — это ложь. Конечно, это большая беда для евреев. За одно только отрицание Холокоста евреи сажают в тюрьму на 10 лет. И вот иранский президент говорит то, что он думает, а сунниты в это время очень слабы. Со своими врагами мы говорим крайне униженно и покорно. Раньше, несколько лет назад, мы хоть могли что-то сказать, а сейчас не можем даже и этого. Порицая, резко критикуя. Раньше мы порицали их за то, что они спорили. Сейчас же мы мечтаем, чтобы они спорили с нами. Мы не думали, что когда-нибудь мы дойдем до такого позора. Мы не ждали, что достигнем такой степени униженности и позора. И во время этого фактического и психологического поражения возник Махмуд Ахмадинеджад. Как только американский президент произносит в его адрес какие-нибудь угрозы, он сразу же отвечает. Стоит американцу произнести свое последнее слово, как иранский президент сразу же возражает ему. Он отвечает ему пламенными огненными речами. Обвиняет его во лжи, введение людей в заблуждение и призывает его к диспуту, который бы увидел весь мир, чтобы доказать, что он бестолковый глупец, жестокий и несправедливый тиран. Но тот отказывается от диспута. Мусульманская умма не знает, кто такие шииты. Все думают, что они мусульмане, и что мы с ними на одном пути. Когда я говорил про них плохое, меня начали порицать и осуждать. Мне сказали, что я не уважаю действительность, не понимаю сути происходящего и так далее. Когда мы говорим им, что шииты ругают Абу Бакра и Умара, они возражают мне. И что? Мы были в Иране, это старый разговор. Теперь же мы этого не делаем. Мы просто хотим, чтобы все мусульмане объединились. И вот эти невежды, эти джахили возвращаются в наши земли, чтобы усыпить бдительность суннитов на их же земле. Вражда была давно. Сейчас мы не хотим раскапывать старые могилы. Нет, мы живем в 21 веке. Прогресс, мирная культура, интернет. Всю информацию можно найти в интернет-сайтах. А тот, кто хочет найти какую-то часть информации, найдет для себя множество файлов. Да, раньше не было такого доступа к информации, источники было сложно найти, книг было мало. И они говорят еще много других подобных слов, которым я очень удивляюсь и от которых у меня кружится голова. Кто это говорит? Кого сунниты считают учеными? Так называемая маскировка религиозных убеждений является основой их религии. Они говорят не то, что есть на самом деле. По шиитскому мазхабу это является обязательным. Если они зайдут на суннитские земли, они не будут сразу ругать сахабов. Напротив, они постараются понравиться нам. Как, например, Хасан Насралла. И в своей первой речи, которую он произнес во время войны, он сказал: «Поспешите, о сыны Али, сыны Аль-Хасана и Аль-Хусейна, Зайнуль Абидина из сподвижников». А кто эти сподвижники? Их всего 3 или 5, о которых я упоминал. Я видел хутбу этого Хасана Насраллы. Видел хутбу, в которой он отвратительно ругал сподвижников. Потому что он давал эту хутбу в городе Кум в Иране. Он рафидит имамит. Эта история настоящая. И должен сказать, шииты наступают. Это шиитская бомба
которая вот-вот разорвется на мусульманских землях. И в этой ситуации можно ли нам сильно осуждать суннитов в то время, как они находятся в неведении и в крайне затруднительном положении? Нужно ли мне замолчать и оставить их порицание? Эту первую степень веры? Нет, клянусь Аллахом. Мы так не сделаем. Кому понравится, тому понравится, а кто не будет доволен, пусть. Мы хорошо знаем реальность. И мы знаем, как религиозные тексты можно применять по отношению к реальности. Мы знаем, когда надо говорить, а когда надо молчать. Обвинение сахабов — это непростительное преступление. Они те люди, которые донесли до нас ислам. Это те, которые донесли до нас Коран. Если можно было бы сказать, что они кафиры, тогда нельзя говорить об откровении ни о Коране, ни о сунне с достоверностью. Братья, наука о хадисах, наука о передаче риваятов достоверно и с явными доказательствами зафиксировала достоинство Абу Бакра и Умара. Даже со слов Али ибн Аби Талиба. И как передал Ибн Аббас, радийаллаху анхума, после того, как Умара положили на его постель, когда он умер и вокруг него стояло много людей, и они делали дуа и намаз, он сказал: «Меня испугал лишь человек, который схватил меня за плечо». И это оказался Али ибн Аби Талиб. И он почувствовал жалость к Умару, и он сказал, обращаясь к нему: «Клянусь Аллахом, я не оставил никого, с делами которого я пожелал бы встретиться с Аллахом, как с твоими делами. Потому что я часто слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: вошел я, Абу Бакр и Умар, и вышел я, и Абу Бакр и Умар». В Сахихе Аль-Бухари Мухаммад ибн Аль-Ханафи, и это сын Али ибн Аби Талиба, радийаллаху анху, говорится, что он спросил своего отца: «Кто из людей лучший после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» И он ответил: Абу Бакр. Я спросил: «А потом кто?» И он сказал: «Умар». Я спросил: «Потом ты?» И Мухаммад бин Аль-Ханафия говорит: «Я боялся, что он скажет Усман. Поэтому он решил сразу спросить: потом ты?» Али ответил: «Я всего лишь один из мусульман». Эти хадисы достоверные, имеют достоверные иснады. То же касается их книг, то их иснады несостоятельные и шаткие. Что ты думаешь об их словах, когда они выносят такфир сподвижникам своего пророка? Спросили иудеев: кто лучший из людей после Мусы? Они ответили: сподвижники Мусы. Христиан спросили: кто лучший из людей после Исы? Они ответили: сподвижники Исы. Рафидитов спросили: кто худший из людей после пророка? Они ответили: его сподвижники. Его сподвижники. Таков взгляд шиитов на Коран и на Сунну. Мы побежденная умма. Мы жаждем хоть какой-нибудь победы. Даже если эта победа будет от кафира, относительно куфра, которого нет сомнения, как, например, венесуэльский президент. И когда в дни войны в Ливане президент Венесуэлы отозвал своего посла из Израиля, что сделали эти преступники, которые не стыдятся говорить о чести сподвижников? Они чуть было не решили, что он принял ислам. Они начали восхвалять его, сказали, что он их помощник, и что он любит арабский народ, и что он поддерживает арабов в волнующих их вопросах,
Хотя он кафир, относительно его куфра нет сомнений. Они жаждут хоть какой-то победы, даже если вместо них победят другие люди, относящиеся к кафирам, грешникам и нечестивцам. Поэтому я решил обратить на это внимание мусульман, чтобы они ознакомились с учением шиитов, изучили его правильно из их основных книг, опираясь при этом на слова Ахлю Сунны и на суннитские опровержения шиитам. Я сказал все, я прошу великого Аллаха прощения для себя и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров. Ему принадлежит прекрасная хвала и восхваление. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Воистину, мое сердце переполнено скорбью и печалью из-за того, до какого положения мы сейчас дошли. Я такой человек, что когда сердце заполняется печалью, пересыхает мой язык, и я не могу говорить. Я прошу Всевышнего Аллаха даровать этой умме сознательность, чтобы могущество получили люди, подчиняющиеся Аллаху, а униженными бы оказались грешники, и чтобы люди призывали к одобряемому и запрещали порицаемое. О Аллах, прости нам наши грехи и расточительность в наших делах. Укрепи наши стопы и помоги нам одержать верх над неверующими людьми. О Аллах, сделай нашу жизнь прибавкой для нас во всяком благе, а смерть покоем от любого зла. Я сказал все, и я прошу у Всевышнего Аллаха прощения для себя и для вас. Приступайте к нам.